Всем привет, друзья! Начинаем прямой эфир. Свобода, Александр Габышев. Дед Мороз здесь. Привет, Дим Димыч. Вот Дед Мороз, вот Дед Мороз. Да. Мы, как и обещали, сегодня в 12 часов, в полдень, продолжается серия одиночных пикетов. Сегодня это второй пикет. Пятница, вчера в четверг мы начали. 17 октября, 18 второе. Завтра продолжим также, в полдень планируем. Все. Сегодня у нас в пикете от отряда стоит Дима Витязь. Такой у него в отряде Дима Витязь. Я его для себя как бы называю Дима молодой. Вот. Дима тоже не спал ночью сегодня. Игорь вот снимает. Игорь. Вот вчера он камеру немножко. Вот мы ему резиночку нашли. Вот. Игорь тоже не спал. Я не спал. В общем, все не спали сегодня. Но тем не менее, все как обещали. Мы на площади. Одиночный пикет продолжается. Мы сделали поправочку, посмотрели повнимательнее. Вы послушали ваши советы, уважаемые жители, специалисты, юристы и те, кто еще в Улан-Удэ, как говорится, опыта набрался. Мы все советы ваши послушали, как правильно, соблюдая закон, слово закон для нас тоже закон. Соблюдая вот этот закон, так сказать, о проведении одиночных пикетов, публичных мероприятий. Там есть нюансы, тонкости. Видите, я сегодня без плаката комментирую. Вот без плаката можно, конечно, комментировать. А с плакатом, оказывается, все дело в том, что почему мы некоторые тонкости не знали. Каждый год вносят какие-то ужесточения в законодательство о проведении любых публичных мероприятий. Каждый год становится все сложнее и сложнее. А потом практика показывает, что штрафы, и в Улан-Удэ это показала практика, и в Чите тоже штрафы. А для нас, допустим, штраф 30 тысяч, да, это очень существенная сумма, очень существенная. Мы не олигархи, мы не можем себе позволить, но если мы что-то сделаем по закону, мы будем просто упорно отстаивать свою правоту. Ну вот он стоит, он только здоровается с гражданами, и все. Может улыбаться им еще, поздороваться, улыбнуться, это разрешено. Понимаете, у нас по законодательству улыбаться пока разрешено, все нормально. Хорошо живем, улыбаться можно. Вот Дима стоит. Конечно, мы недолго будем, это одиночный пикет, где-то 40 минут. Почему недолго? В 14 часов начнется заседание, должно начаться, по крайней мере, так объявлено. Заседание суда по рассмотрению жалобы адвокатов Александра Габышева на жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела против него по экстремистским статьям. Ну, мы, конечно, туда пойдем. Вот я и Игорь надеемся, что адвокаты смогут. Но если заседание, оно открытое,
паспорта у нас с собой. Если заседание начнется, мы надеемся, что нас как свидетелей пригласят, и мы свою точку зрения, как непосредственные свидетели, как участники движения, как люди, которые много-много, как говорится, дней и ночей провели рядом с Александром Габышевым, мы свою точку зрения, конечно, выскажем судье. Ну, у нас есть такое право, мы им воспользуемся. Надеемся, что заседание состоится и нас выслушают. Спасибо, Дед Мороз. О, так он похож на меня. Ой, какой у тебя красивый Дед Морозик. А борода какая у него, похожа на мою? Похожа? Ой, покажи в кадрик Дед Морозик. А вот, покажи буквально. В кадрик О, Дед какой Морозик. хороший Дед Мороз. Вот, он похож на меня. Посмотрите, такая же белая. И идем. Ага, хорошо. Фотографируйте, да. Все, пока уж мы рядом тут. Всё. Вот Дед Морозик. Какие-то подарки ты планируешь получить на Новый год? Да, Планируешь? Уже запланировано? Папа знает? да. Знает? Ну тогда Дед Морозу будет очень легко выполнить твои желания. Мы с папой с твоим что-нибудь там придумаем. Детишки. Всем по подарочку, да? Молодцы, все, сделаем. С папой вместе мы это сделаем. Ну хорошо. Опа, получилось? Ну, всё. А, кстати. Спасибо вам. Ну, Беата пришла. Чего? Беата. Да, сегодня суд будет 14:00. Надо там быть там. Нормальное настроение у шамана. И мы убедились, что это очень актуально. Хорошо, постараемся. Это прекрасно, снеговиков унесло, да, наверное. Мы лепили снеговики здесь. В городе очень известный блогер Антон Дворник. Он предложил мне слепить снеговичка, мы с ним великолепно, все по-доброму, так, все хорошо. Нормально, жители тут, мне кажется, они спокойные люди, они как бы эмоционально-то вот не выражают, вот, нет, все спокойно, но чувствуется, что, ну, как бы такая вот, когда с человеком беседуешь, и все, что есть такая какая-то у якутов, вот, жителей здесь вот города, есть какая-то такая молчаливая, такая поддержка. Мы как бы это чувствуем. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я себе что-то придумал, но мне кажется, она есть. Кто выходит с плакатами, кто может ли просто... Ну, пока члены отряда, вот завтра у нас один из новичков с плакатами будет. Нет, завтра у нас Игорь, да? Я? Нет, новичок. Завтра новичок. Его зовут Добан, правильно, да? Вот так это переводится, как я понял, это холм.
гора. Но я его называю про себя человек-гора. Он Да, сейчас Сергей вот- Тихий с нами. его здесь Он рядом сейчас у пока нет. шамана. Вот завтра он будет. Почему, Он представитель вот города. почему читер плакаты? Но это одна из форм. Суд 2 часа будет. Участие в судебном заседании это другая форма. Это одиночный пикет, это вторая форма. Митинг, который планируют местные активисты 26 октября. Это третья форма. Ну какие? Ну и там непосредственно, где мы живем, там четвертая. Ну, пораньше придем. Вот, так что, ну, все формы какие. У нас они пока традиционные, мы тут пока не собираемся какой-то шум-гам. Ну, слово пока это, конечно, пока, это просто это не угроза, но пока лучше спокойно все делать. Все делать так, как мы глядим на якутов. Они очень спокойные люди. Мы у них учимся, надо все делать спокойно. Вот и все. Сейчас вы как себя Городском суде, улица Ярославская. И какой-то судья Горох. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Может, что-то Можно, давайте, конечно. А может быть, он может так сказать, какой Я уже не, фамилию мою уже не важно, да? Спасибо, Ирина. Да, это Дима стоит. Видите? Брата отпустили, да. Но, скорее всего, оказали на него давление. Чтобы он подписал, что он согласен на госпитализацию. Вот, такая информация. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Мы постоянно смотрим по ютубу. Спасибо. Пришли вас поддержать. Спасибо, молодцы. Удачи. Спасибо. Супер. А? Ну, это еще дополнительно надо оплачивать. Хотя журналистам. Ну да, вчера Саша приходил. Сначала Саша говорит, что все нормально, все хорошо, брата отпустили.
только что эта информация такая, под давлением СБшников. Как подписал, что разрешение на госпитализацию в больнице. Нет, Саша не пойдет. Ворон что-то тут по лицу себя хлопает. Так знаменитый человек Пиата. Пиата. Спасибо, что на отряд. Дима. И жена Александра. Где-то она тут была. По 21. Ему 21 просто звали. 22 Они года. же молодожены у нас. Вот год только свадьбу отметили в отряде там. А, да. На трассе. Годовщину свадьбы на трассе. Знаете, когда была годовщина? В сентябре. Типа, Саша! Типа 6 Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Слежу за вами. Да, да. Когда годовщина свадьбы? 15 за 4 дня до походе прямо в лесу там, Петровом где-то там, или где-то там. Игорь, нет, всем привет. Здравствуйте. Очень болеем за Сашу. Спасибо. Ну, читали, да, что это вторая экспертиза положительная. Который Путину пожал, да? Да, да. Читали, да? Путину пошел. Вторая экспертиза. Молодцы, что интересуетесь, да? Да. Молодец. И, короче, задаете вопрос, да? Да, задаем вопрос. Это уже серьезно. А ты не знаешь Дед Мороза? Дед Мороза не знаешь? Вот, то есть у нас Алексей Егоров, Алексей Викторович. Вот он нас, дед Шаманова назвал Дед Морозом. Вот то, что вот такая борода, мудрость. Вот. Можешь спросить у него, тоже очень много тебе может рассказать чего. А в итоге с машиной что уже не случилось? С машиной. С машиной пока стоит, она, Там уже стоит. да, ну, продается. Жалоба, Сейчас мне пока неизвестно, что там. свидетель, Но я, в принципе, представитель созваниваюсь. судья выслушал. Пока нету никаких вестей, стоит. Просто человек, который нам продал, вот он выставил на продажу. Ну, видимо, не все так просто. Когда были покупатели, она была под арестом, машина. Потом купили другую машину 20. У вас YouTube канал, да? Да, YouTube канал нам Шамана по пути. Анна, до свидания. До свидания. Сколько килограмм колбасы где-то на килограмм? Мы уже ищем, потому что вчера нам ночью не до этого нам все. Потом утром уже, под утро просто вот, ну сегодня под утро нарезали колбасы, по кусочку съели и сюда поехали. Так вот, сразу вот, для истории. А, да, вот. Игорь у нас, Игорь Да, друг, Игорька наша, она Друг. тоже болела очень. Анасанов, Очень да. болела я. Водитель, вот
знаменитой газели. Баиров, Дима. Известной на весь Дима, мир да. газели. Ну, я не знаю, Якутяне, вы сильный, закаленный народ. Не давайте своего сына на растерзание. Вы тот самый дедушка, да, с ютуба? О, вы настоящий. Очень приятно. Не снимайте, пожалуйста. А почему вот этот молодой человек, он Это молчит? Дима, Это из нашего отряда. нет, он из нашего. А почему ему сказали ничего не говорить, ребят? Здороваться можно. Да, это не ему сказали, это такой закон. А такой закон. Здороваться можно. Видите, мы на каком расстоянии от него теперь стоим. И не подходим даже к нему. А вот полиция, она всегда все время здесь А ей проверяет, положено. Ей да? положено. Проверяет, да? Ей Вас. положено, да, пройти. Сейчас подойдем. Вот давай, Игорь, Вас нас спросить разрешалось, да, чтобы я сказал? Все разрешено, да? Здравствуйте. Потому что вы не должны никого призывать никого. Я стою, молчу. Да, я вот просто информирую. Я просто данные запишу лучше. Давайте, без вопросов. По паспортному? Так. Ну, паспорт. Да, мальчик воспитан. Привет, привет, Сергей. Дима Баиров, ну как Дима Баиров, все так же работает на площади. Спасибо, Сальва. Здравствуйте. Здравствуйте. Замерзло, да? Замерзло? А вы еще немножко, да, по поводу вас одиночных теперь? Да. То есть вы с камерой не ходите? Нет, на месте стою, молчу. Без комментариев, пожалуйста. Я людям только киваю. Так ладно, знаю. Ну, у Димы Баирова там голос такой поставлен, он с рождения, наверное. Здравствуйте. Здесь? Спасибо, Лилит. Вот, ну, что написала? Да, это все понимают. Так и думаем делать.
На улице сегодня -3. Ну, показывает, да, по ощущениям, говорит, -6. Ну, Ирина, первый блин комом. Дима, ну, воин. Да, он. Ему сейчас разговаривать нельзя, поэтому мы подходить не будем. Расспрашивать его. Как приезжий человек. Первый раз Вот такая площадь. Привет, Клавдия. Получается, конечно. Что-то тут женщина набирает номер какой-то, который представилась, какое-то удостоверение показала, переговорили с полицейским, полицейский ушел, женщина осталась, кому-то набирает номер, кому-то позвонить. Это блогер, да? Ну, теперь получается так. Спасибо, Лиль. Слава, спасибо. Женщина в оранжевом, не знаю, не представилась. Она по-тихому показала удостоверение полицейского. Все, мы там переговорили, что-то молча. Ну, не знаю, может, на нашей стороне даже. Может и такое быть. Но она не видно же, что она на службе. Поэтому, может быть, не захочет что-то, если надо. Привет, Галина. Привет, Свет. Ну, пока так. Вроде время обед здесь. Обеденное. Женщина что-то там с возмущениями. Градусники ноги показывают сейчас. Ну, наверное, врет вообще. Тетку берите ушла.
Шаман нет, не поедет на суд. Вот такое вот площадь Ленина. Да, не очень там многолюдно здесь. Не знаю, ребята, подскажите, возможно, нет стоять возле каких-то магазинов, торговых центров, что это не будет неправомерно? Ну, там адвокаты, 2 человека, по-моему. Шаман дома. С остальными членами отряда. Нет, здесь адвокаты подали жалобу на то есть на, как его сказать, что незаконное возбуждение уголовного дела по экстремистской статье. Хорошо, светлое, да? Завтра, может, день более людное место выберем. Просто тут как бы площадь Ленина, вот, решили здесь, то есть это знаковая такая, скажем, площадь. Спасибо, Алсу. Дороги здесь, конечно, в Якутске оставляют желать лучшего. Даже в центре города очень много ям, разбитой дороги. Ну, здесь вот еще более-менее. Чуть-чуть подальше отсюда уже все. Кругом ямку, яма тут канала. Да, головы Ленина не хватает. Есть голова Ленина, но на плечах и маленькая. Ну, только что крупного торгового центра, если устраивать, там не придут, что типа вы тут незаконно разместились, так как это частная территория. Могут и выгнать. Да, мы рядом там с Сашей живем, там буквально минуты 2-3 доехать. Ну, если были бы дороги получше, то было бы быстрее даже. Ну, минут 10 максимум, так вот на машине едешь. Ну, пешком, если там сократить, мы еще не ходили, правда, пешком. Потому что у нас Дабан есть, он присоединился со своим автомобилем, мы заправляем его. И как бы в нашем распоряжении, то есть как член отряда, то нет, от Саши подальше до площади.
понятное время. Спасибо, Ольга. Вот вчера дедушке вот курточку подогнали, добрые люди. Очень такая приличная, на меху курточка. Ага. Серега тихий сейчас там у шамана, потому что всю ночь, так скажем, мы тут находились рядом, как бы такая была тревога небольшая. Ну, там. Ну да, но об этом надо не один раз повторять, как говорится, говорить, что тревога не только в душе, она уже и в мозгах, как говорится, глубоко уже. Почему тревога-то? Мы ведь общаемся непосредственно с Александром, да, мы же видим его, видим, что тревога-то прежде всего и у него в душе. Он же, нам-то легко рассуждать. К нам не приезжали комиссии медицинские, да, нас не исследовали на предмет, мы вменяемые или не вменяемые. И нам, что самое главное там, нам не выносили вердикта медицинского, официального на бумаге, что человек невменяемый. Понимаете? Вот я к врачам был сейчас обратился. Слушайте, вы невменяемый, для вас, я знаю, такая есть поговорка такая, что все люди шизики, да, что все шизофреники, все до одного. Ну, вы, видимо, по этой как бы схеме действуете, да, что любого возьми, он явно в чем-то, в каком-то своем маленьком там направлении, он явно немного не в себе, как говорится. Он что-то там затеял, там что-то там где-то у него, и все говорят, да, ненормальный типа, тот ненормальный, другой ненормальный, третий. Ну а уж кто-то, если сделал что-то такое, что никто не делал, ну уж он точно тогда ненормальный получается, да? Вот, я к врачам просто, ну как бы, я не специалист психиатрии, да, ну и я не нахожусь в тех условиях, когда если ты не подписываешь нужную бумагу, ты лишаешься работы, зарплаты, ты не можешь обеспечивать семью, и ты вообще теряешь статус какой-то, большой, важный, положительный статус государства. Я не нахожусь в этом, мне легко рассуждать, но тем не менее, вот вторая же комиссия приехала, первая комиссия, ну, по просьбе следственных органов, она признала его однозначно невменяемым и требующим принудительного лечения. Вы можете себе представить, то есть опасным для общества признал. Вторая комиссия, которая приехала, тоже врачи, тоже специалисты, но у которых есть как бы еще такая приставка. Здравствуйте. Здравствуйте. Как бы независимые врачи. Вот. Независимая комиссия, независимая экспертиза, вот такое подчеркиваю, независимая, ну тоже согласилась частично, понимаете, со своими коллегами, но большая разница, конечно, об этом они официально, теперь публично, обращаясь к общественности, подчеркивают, что Александр Габушев не требует принудительного лечения. Те отклонения, которые они нашли, отклонения в его, да вот у каждого горожанина 100 отклонений от какой-то нормы, которая непонятно кому, что за норма. Человек не норма и не машина, у него нет вот такого 15 сантиметров вверх, 20 сантиметров вправо и так далее. Каждый человек по-своему, по-хорошему, и по-хорошему хорошо, что ненормален. Не дай бог, если все будут роботы-люди ходить по площади, маршировать. И вот вторая комиссия подчеркнула, не требует он никакого принудительного лечения.
эти отклонения, которые они заметили, это всего-навсего, ну, надо человеку успокоиться немного, как бы, да, от стрессовых ситуаций многочисленных. А как не будет стрессовой ситуации, если человека ночью приезжают вооруженные люди в черных, не представляешь, черные, нападают, валят, так сказать, тащат. Ну, вы будете после этого нормально, вот я врачей хочу спросить, вы нормальные, спокойные будете, разумные будете, да? Когда вас так вот схватят ночью. Вот сегодня ночью к вам черные придут, и вас в постели так схватят. Вы нормальные будете? Утром, когда на экспертизу повезут. Да у вас штаны будут ненормальные, а уж не говорю про все остальное. Ну ладно, это мое мнение, мнение просто человека. Но тем не менее, надо подчеркнуть, что вторая независимая экспертиза не требует никакого принудительного лечения. Одним словом, отпустите заради Бога вы этого человека и отстаньте вы от него. Вот что прописала... Ему американцы проплатили. Все. А американцы, они вообще во всем виноваты. Во всем. А мне кажется, вас Это они его схватили ночью. Американцы, я знаю, они по-английски говорили. Я их очень хорошо знаю. они, скорее всего, вас проплатили, мне кажется. Точно, это американцы ночью подъехали и навалились на Сашу. Да? Они поэтому молчали, они не знали русского языка. Вот они почему молчали-то. Американцы, говорит, проплатили шамана. И шамана проплатили все. Ну, вот вы видите, вот это жизнь, да, это мнение людей. А после этого скажите, вы нормальный, я цитирую Булгакова, «Мастер и Маргарита», когда он обращается к поэту. Скажите, вы нормальный? И тот сразу, так сказать, Задумался, да? задумался на кровати в лечебном учреждении, да. Вот, бедному там Вылечим поэту. всех. Вылечим Ну, и тебя, все. вылечим. Давайте так, мы будем в пикетах продолжать участвовать. Это пикеты, то есть суббота завтра обязательно, воскресенье это выходное. Вот. И в понедельник опять вот здесь у нас полдень. Если кто-то хочет выразить свою какую-то точку зрения, Да, Дима прийти, с плакатом. но без плакатов, у нас не митинг, у нас просто обмен мнением. Вот у нас камера, здесь можно выразить свою точку зрения, поддержать Сашу, сказать что-то, обратиться к властям города, к властям России, властям республики. Кстати, вот власти республики, они вот здесь вот, вот здесь вот. Вот здесь очень легко обращаться к властям республики. Просто вот так вот, вот как Ленин вот тут рукой. И обращайся к властям республики. Вот туда рукой, да. Ну и напоследок, вот, и куда еще? И, в общем, везде рукой. И ко всем, одним словом. Кругом власти. Кругом власти. Куда ни поглядишь, кругом власти. И только один человек стоит с плакатом в центре площади. Вот только один не власть. Между прочим, почему кругом это верно власть? Потому что все люди, которые ходят вот здесь, вот видите, они идут. Вот это настоящая должна быть власть, так сказать, в городе. В Конституции прописано. Которая прописана в Конституции. Не вот в этих зданиях власть, это исполнители воли народа должны быть. А властью должны быть вот люди, которые идут по своим делам, у которых забот много, но тем не менее, именно они должны быть властью в государстве. Ну и частично так и есть, но и у них год за годом забирают все полномочия. У народа полномочия властвовать забрали практически полностью, оставив только крупицы какие-то, и то видимые, в виде бумажного бюллетенчика, который он опускает раз в год, 8 там какого-нибудь сентября, опускает, вот крупица, которая ему осталась, маленькую бумажку в урну положить, да и то на его бумажку есть еще 10 бумажек положат, которые нужно кому-то положить. И это мы это все знаем, и это практика каждых выборов. Ну, что ж, ладно, я Диме вот говорю даже своеобразно такое спасибо, он молча, как положено, выдержал там. Кстати, Дима тоже не спал, между прочим, очень хотел спать. Ну, как и я, в общем-то, как и Игорь, как все. Где-то примерно 5:30 утра я уже тихо с табуретки начал падать. Вот. Ну, тяжело. Но, тем не менее, все. Серега, говорит, едет.
к нам сюда. Да, продолжаем, все равно продолжаем. Вот. Что бы ни случилось, мы будем рядом с Сашей, мы будем пытаться сохранить, и не только сохранить, а дать полную ему свободу, которая, как говорится, положена гражданину России. Свобода передвижения, свобода волеизъявления, свобода выражать свои мысли, так сказать, свобода и действовать даже, если не нарушает человек закон, не нарушает, он может действовать, говорить, поступать. Он свободен должен быть, и никто не должен ограничивать его Виктор права. Алексеевич, Никто. вам куртка очень идет, говорят. Куртка, говорят, вам очень идет. О куртке. Я снял этот ролик, вот хоть единственное, может быть, позитивное. Мне вчера пришли соседи Александра Габышева, они рядом живут, и сказали, что курточка у вас, уважаемый Виктор Алексеевич, это вообще-то рубашка черная, а не курточка. И принесли вот эту, вот, сказали, померите. И я ее только надела, и они сказали, все, это ваше. Это ваше, мы вам принесли, все. Ну и потом показали, где у нее карманы находятся, как кнопки застегиваются, как замок ходит туда-сюда. Великолепная куртка у нее там есть мех. И поэтому я стою сегодня вот гораздо спокойнее. Ну как спокойнее? Спокойнее не могу. Мех какой-то. Да. Я даже ролик с этой курткой записал и с гостями, которые вот подарили эту куртку. Но из-за того, что вот ночь так прошла, не до этого ролика и не выставил его. Так вот хоть сейчас поблагодарить соседей Сашиных. Вот мужчина очень такой культурный, интеллигентный. Супруга у него вообще, так сказать, исключительно какие-то тонкие вещи такие. Куртка говорит, вам идет. духовные такие, молодец просто. Спасибо вам огромное, спасибо за эту курточку. Стало тепло. Это пока единственная такая вот приятное что-то, что произошло вчера. Все остальное я бы не сказал, что было приятно. Ну ничего, будем надеяться, что сегодня приятного будет больше. Да. Будем надеяться. Время. Так Всё, что, Алексей. пора заканчивать. Всё. Ну ладно, дорогие друзья, мы заканчиваем свой эфир. Нам нужно перемещаться куда-нибудь сюда. Всем пока. Молодой человек. До Может, завтра, будем наверное. палочки Может, сегодня еще увидим. Палочки вам не скрутить? Ой, Хавана. Всё, сворачивай. Спасибо, Валентин. Да, в суд поедем. Если там нужно, вообще говорят, ходатайство какое-то поставить, то есть, чтобы суд разрешил съемку вести в зале суда. Не все так просто. Это надо адвокатов выставлять. Ладно, всем пока. Постараемся все сделать.